Қазақстанның азаматтық альянсы заңды тұлғалар бірлестігінің төрайымы Нұрғазиева Бану Ғаниқызына беріледі. Қадірлі қауым, құрметті Аида Галымқызы, барша осында қатысып отырған әріптестер, үкіметтің жақында ғана кеңейтілген отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан сөзін қайталауға рұқсат етіңіздер. Қазір бүкіл әлем аса күрделі тарихи кезеңде өмір сүріп жатыр. Осындай кезеңде мемлекеттердің көп жылдық даму бағдары айқындалады. Дәл қазіргі кезде әрбір күннің қадірін дұрыс түсініп, қолда бар мүмкіндікті дұрыс пайдалануымыз керек. Әйтпесе жаһандық бәсекеге ілесу қиын болады. Табысқа жету үшін мемлекет пен қоғам ортақ мүдде жолында әрдайым бірге болуы керек деді. Бірақ қоғам мен үкімет арасында тең құқылы серіктестік болу керек. Сонда ғана халық билікке толық сенім білдіреді. Жалпы өткен жыл азаматтық қоғам үшін табысты болды деп айтуға болады. Елімізде азаматтық қоғамның әлеуетін дамыту аясында айтарлықтай жұмыс атқарылды. Көптен күткен қоғамдық бақылау туралы заң қабылданды. Алғаш рет қоғамдық ұйымдарға арналған Адал азамат атты журналымыз жаңадан шығарылды, бірінші рет шығарылды. В целом, прошедший год с точки зрения гражданского общества можно назвать успешным. Конституционные реформы постепенно дают ощутимые результаты. Принят долгожданный закон об общественном контроле, впервые закрепившим важнейший принцип независимости осуществления общественного контроля. Право проводить общественный контроль предоставлено всем гражданам и некоммерческим организациям. Существенно расширен перечень организаций, которые могут подвергаться общественному контролю. Впервые создан институт петиции, позволяющий повысить оперативность реагирования на нужды граждан. Активнее заработал институт общественных советов, вследствие чего появилась потребность внесения новых поправок в закон, поскольку еще немало моментов, которые сдерживают гражданскую инициативу. Растет число общественных советов, в которых сокращается численность представителей государственных органов. И в этом плане хорошим примером служит обновленный состав Общественного совета Министерства культуры и информации, где представлен только один в лице вице-министра, член Общественного совета. Впервые изменился формат проведения гражданского форума, ставший общенациональной диалоговой площадкой НПО-сектора, который проходит с 2003 года один раз в 2 года. И в этом году, как вы знаете, в каждом регионе состоялся гражданский форум с конкретной тематикой и выработкой рекомендаций. Следует признать, что в этом году, наверное, впервые на всех площадках, практически более 70%, форумы прошли с участием глав регионов. И это очень важно. Более того, аким Жамбылской области Ербол Харашукеев в рамках форума лидера гражданского альянса назначил внештатным советником по делам гражданского общества. В результате аким региона получил не только одобрение общественности, но и потенциал НПО всего альянса в решении местных проблем. И лидер альянса Исламбек Дастан теперь с акимом несет ответственность за стабильность в обществе. В числе позитивных событий выпуск гражданским альянсом трехязычного собственного журнала о гражданском обществе «Адал Азамат», материал которого размещается одновременно на сайте альянса. Впервые учрежден Центр народной дипломатии Казахстана, который свое первое мероприятие провел в рамках форума с участием руководителей центров народной дипломатии стран пространства ШОС. И сегодня в рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества начата подготовка к 4-му форуму народной дипломатии. Таким образом, природа и качество гражданского общества в Казахстане претерпевает трансформацию.
НПО начинает взаимодействовать с институтами государства на основе взаимовыгодных партнерских отношений. А активное вовлечение сервисных НПО в решении задач в рамках социальной защиты населения становится показателем определенной зрелости гражданского общества. И, конечно, данные изменения определяют необходимость внесения дополнений в действующую концепцию развития гражданского общества, работы, которая уже начата под руководством Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации. Но вместе с тем, наряду с положительными событиями и примерами остается ряд нерешенных вопросов. Их немало. И на это должны быть нацелены наша, в первую очередь, гражданского общества, а также, конечно, совместно с государственными органами на решение данных проблем. Первое – это касательно вопросов реализации государственного социального заказа. Ежегодно увеличиваются бюджетные средства, выделяемые для реализации социально значимых проектов в рамках государственного социального заказа. И звучат цифры уже более 20 миллиардов. Увы, анализ показал, что сегодня государственный социальный заказ и закон о специальных социальных услугах переплелись. И в результате на сегодняшний день, вот только по итогам 2023 года, и то не окончательные данные, более 9 миллиардов идут посредством решения специальных социальных услуг. А вы знаете, что специальные социальные услуги – это закон, который гарантирует предоставление бюджетных средств, а в том числе платных специальных социальных услуг. Если 9 миллиардов – это почти 44% бюджета госзаказа, выделяемого по всей стране. И еще одна проблема. Законом о специальных социальных услугах любые некоммерческие организации могут участвовать в конкурсах, выигрывать, а законом о госсоцзаказе, вы знаете, имеет право выступать поставщиком услуг только неправительственная организация. Другой проблемой является также финансирование проектов, направленных на поддержку спортивных клубов. Так, в рамках бюджетных средств, выделенных в прошлом году, порядка 20%, это более 4 миллиардов, направлены на поддержку спортивных клубов, развитие профессионального футбола, хоккея, бокса и так далее, настольного тенниса. К примеру, на эти цели в Павлодарской области выделено 2,7 миллиарда, в Костанайской 1,7 миллиард тенге. А между тем это не является предметом государственного социального заказа. Массовый спорт надо развивать, но не в ущерб развитию гражданского общества. Кроме того, есть еще, вы знаете, с 2020 года предусмотрен механизм финансирования творческого и спортивного заказа для детей и подростков. Таким образом, из 20 миллиардов хорошо, даже в лучшем случае, наверное, четверть достается неправительственным организациям. И в это время начинают говорить о том, что почему НПО не получают, почему, и многие вопросы начинают возникать. В этой связи предлагается, Аида Галымовна, создать рабочую группу из числа заинтересованных госорганов, организаций НПО для проведения аудита, прежде всего аудита законодательства, регулирующего государственный социальный заказ, специальные государственные услуги, спортивный заказ и так далее. То есть пора разобраться окончательно. И, конечно, второе – это провести анализ реализованных проектов на предмет статуса поставщика по итогам предоставления отчетности центральными и местными государственными органами в уполномоченный орган министерства. Ну и, конечно, создать рабочую группу для внесения поправок в законодательство, регулирующее государственное финансирование неправительственной организации. Второе – относительно деятельности советов по взаимодействию и сотрудничеству НПО. В соответствии со статьей 4.2 закона о государственном социальном заказе, государственном заказе и так далее, ну вы знаете, партнерство, грантах, премиях, в компетенцию центральных, государственных и местных исполнительных органов входит обязательное создание советов по взаимодействию и сотрудничеству с НПО, не с гражданским обществом, а конкретной категории организации его деятельности. И более того, согласно закону, госорган должен размещать на своем интернет-ресурсе планируемые темы, информацию и так далее, оценку реализованных проектов. Это касается как регионов, так и министерств. Однако, как показал мониторинг интернет-ресурсов, информация о Совете по взаимодействию
с НПО практически у центральных государственных органов большей частью отсутствует. Не буду перечислять, у нас анализ есть. Есть вероятность того, что в этих госорганах советы по взаимодействию с НПО и не создавались. Скорее всего, по незнанию законодательства. Отсюда вытекают следующие проблемы. Значит, не проводится анализ потребностей и нужд как региона, так и отрасли при формировании тематик проектов. Отсюда проблемы дублирования ежегодных тематик, отсутствие должного мониторинга и оценки эффективности выделяемых бюджетных средств. И хотела бы сказать, что искусственно внедренный институт уполномоченных лиц по взаимодействию с НПО в госорганах оказался нежизнеспособным в силу высокой сменяемости кадров, незнания законодательства, отсутствия информации и так далее. В результате поручений вышестоящих лиц и рекомендаций гражданского форума о необходимости планирования каждым министерством средств на реализацию отраслевых социально значимых проектов остаются на бумаге. А между тем, государственное финансирование неправительственных организаций является ключевым инструментом взаимодействия власти и НПО. Сегодня, особенно как никогда, востребованы услуги представителей гражданского общества в создании устойчивой коммуникации органов управления с населением, налаживании диалога, разъяснении политики государства и ведомства. В этой связи предлагается Министерству культуры и информации организовать обучающий семинар для заместителей министров и заместителей акимов областей, на которых возложены функции председателя советов по взаимодействию с НПО. Гражданский альянс готов закрепить за каждым председателем совета конкретное лицо из числа лидеров для оказания методической организационной помощи, вначале до того, как они заработают на полную мощность. Ну и Комитету по делам гражданского общества внести администратору единой платформы интернет-ресурсов государственных органов предложение по включению в перечень обязательных документов информацию о работе Совета по взаимодействию с НПО. Третье, касательно цифровизации инструментов государственного финансирования НПО. Несмотря на внедрение с 2005 государственного социального заказа, с 2016 года грантового финансирования, премии, на сегодняшний день все производится практически на бумажном носителе. Сбор и обработка ведутся в ручном режиме. Все это сказывается на качестве оказываемых услуг. В этой связи, наверное, уже пора синхронизировать имеющиеся базы данных для достижения достаточного уровня прозрачности отчетов НПО и мотивации добровольного достоверного представления сведений своей деятельности. Реестр НПО у нас есть, вся база данных есть, уставные, и нет необходимости постоянно заново все это распечатывать и так далее отправлять. И предлагается внедрить цифровую платформу управления всеми видами государственного финансирования НПО с интеграцией в единую централизованную систему госорганов. Это в первую очередь повысит качество расходования средств, реализации проектов, исключения всевозможных коррупционных и иных рисков. И четвертое. Касательно институционализации деятельности НПО. Для повышения качества услуг, это уже неоднократно говорили, это вы слышали нас также на форуме, Аида Галымовна, все-таки прошу вас оказать содействие в создании, открытия домов или центров НПО во всех, как минимум, областных центрах. Это необходимо, веление времени, чтобы НПО могли приходить там, как коворкинг-центр, работать, и там могут оказывать в том числе праворазъяснительную работу. И последнее, я вернусь к одной теме. Гражданское общество – это практически все присутствующие, все активные граждане. Это политические партии, религиозные организации, это профсоюзы и так далее. И все это называется как некоммерческие организации. Получается, на сегодняшний день неправительственный сектор регулируется законом о некоммерческих организациях. А закон о госзаказе – это инструмент финансового взаимодействия. В этой связи НПО, несмотря на то, что именно они ведут диалог напрямую, они самостоятельно работают во всех абсолютно, в том числе населенных пунктах, сельских и городских, областных уровнях, регионах, и проводят, и каждый выполняет ту функцию, которую он сам избрал и считает важным для улучшения в целом качества жизни населения. И в этой связи нам пора уже свой закон о неправительственных организациях, который бы, во-первых, показал бы, разделил бы
У нас сегодня очень много крупнейших консалтинговых компаний под видом НПО. Конечно, как с ним может спорить сельское НПО? И ясно, что и снова эти финансирования, то есть даже эти выделяемые средства будут уходить абсолютно в другую сферу. Поэтому в этой связи думаю, что нам нужно, необходимо вообще всему обществу воспринимать НПО как социальный капитал, утрата которого, как и доверие гражданского общества, имеет крайне негативные последствия. На сегодняшний день мы разработали совместно, полностью практически все регионы участвовали, разработали проект закона о НПО, уже 2 года его обсуждаем, концепцию, все подготовили. И сейчас совместно с комитетом будем прорабатывать, и если вы нас поддержите, мы готовы, все-таки пора навести порядок в нашем секторе. Должны средства получать лучшие, те, кто работают, а не те, кто есть и НПО однодевки, видя, что идет как мутные водички, рыбку ловить легче, происходят разные вещи. В этой связи еще раз хочу сказать, сильное гражданское общество – это залог сильного государства. И, конечно, мы готовы, есть выработанное главой государства направление, есть власть, понимающая роль гражданского сектора, есть профессиональное неправительственное сообщество. И это нам дает возможность надеяться на результативность и эффективность всех намеченных нами совместных планов и действий. Мемлекет басшысы айткандай, реформаларда табысты іске асыру үшін қоғам мен билік арасындағы қарым-қатынас тек сенім мен серіктестіктің негізінде топтасу керек. Сонда ғана нәтиже болады. Рахмет. Рахмет, Бану Ғаниқызы.